Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Дорогие мусульмане, месяц Рамадан – месяц щедрости. Месяц, который мусульманин должен побольше делать благие деяния, чтобы быть щедрым, расходовать свое имущество на пути Аллаха, отдавать бедным, почувствовать голод и узнать, искать людей, которые голодают. Из-за этого этот месяц мусульмане очень щедры бывают, расходуют на пути Аллаха, дают, зовут к себе домой, чтобы отпустили уразу у него дома. Альхамдулилля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, был аджвадун нас, самый щедрый из людей. Самым щедрым он и так был щедрым, но самым щедрым он был в Рамадан месяце, когда Джабраила он встречал. И Джабраила он встречал каждую ночь Рамадан месяца, и они читали Коран. И Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалам, когда он встречался с Джабраилом, алейхиссалам, он был щедрым, свое добро давал, щедрость давал, как волны и ветер. Волны и ветер что делает? Приводит нам тучи и дает нам дождь, и от этого мы получаем плоды. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалам, был этот месяц, как волны и ветер, от своей щедрости раздавал свое имущество. Сравнение сделали некоторые наши предки. Они говорят, намаз приводит тебя полдороги. Ураза тебя доводит до дверей Малик, Аллаха субханаху ва тааля. И садака, и пожертвование на пути Аллаха, она берет за твои руки и заведет тебя к Господу, королю. Человек, когда объединяет между уразой и пожертвованием садакой, это более ближе к прощению Аллаха субханаху ва тааля и освобождению от огня ада. Ибн Абиль-Джаад говорит, рахимахуллах, поистине садака отвергает 70 дверей зла. 70 дверей зла закрывает садака. Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху ан, он пожертвовал сахар он давал. И он говорит, я Аллах услышал, что говорит, лан таналу бирра хатта тунфику мимма тухиббуна. Вы не достигнете сами высший бир, благие деяния, пока не будет расходовать из того, что вы любите. Он говорит, валлахи анни ухиббу суккар. Я, говорит, люблю это сахар. Из этого он расходовал сахар. На пути Аллаха пожертвовал Ибн Умар, ради Аллаху анху. Одному мудрому человеку спросили, какое деяние является более похожим деянием Аллаха субханаху ва тааля? Он ответил, щедрость. Щедрость, потому что Аллах субханаху ва тааля щедрый. Если человек будет, он в этом части он хочет поблизиться к Аллаху субханаху ва тааля. Знай, брат мусульманин, да сохранит тебя Аллах субханаху ва тааля. Щедрость на пути Аллаха, расход на пути Аллаха – это самая легкая дорога получить радость и самая короткая дорога в рай. Если этот месяц, Рамадан месяц, последние остались несколько дней, сейчас, если не будешь ты щедрым, а когда ты будешь щедрым, о брат мой? Пророк, Аллах в Коране говорит, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Аллах говорит, расходуйте на пути Аллаха из того, что я вам наделил. Пока к вам не придет смерть, потом будешь говорить, о мой Господь, оставил бы меня чуть-чуть, чтобы я расходовал на пути Аллаха и быть из праведных людей. Имам Шафии говорит, рахимахуллах, я, говорит, люблю, что мужчина был в Рамадан месяце щедрым, следуя за пророком, саллаллаху алейхи вассалам, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, был щедрым в Рамадан месяце. И потому что люди больше нуждаются этот месяц. Бедные больше нуждаются, работы нету, работать трудно, они больше нуждаются этот месяц. Это месяц, где я больше хотел бы, чтобы расходовали на пути Аллаха. Джафар ибн Мухаммад ас-Садик говорит, рахимахуллах, для Аллаха есть, говорит, лица. Имеется в виду, Аллах создал лица людей. Их создал, говорит Аллах субханаху ва тааля, чтобы они исполняли нужды людей, помогали им. Они видят джуд,
Щедрость, это такие люди видят щедрость. Расход на пути Аллаха, маждан, это возвышенность видят, они это любят. Валифдаля магнаман, расход на пути Аллаха, они видят трофей. И Аллах любит, говорит, макаримул ахлак, благие деяния. Знай, о брат мусульманин, о сестра мусульманка, расход на пути Аллаха, садака, щедрость увеличивает барака в имуществе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, хадис, который передал имам Бухари и Муслим, слушайте этот хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, нет ни один день, когда рабы, говорит, начинают свой день, два ангела не спускаются на небеса и говорит: о мой Господь, отдай, кто расходует на твоем пути, халяфан, замени ему еще дальше, больше отдай. Другой ангел говорит: кто свое имущество держит и не расходует, таляф, испорчи его имущество. Али ибн Аби Талиб говорит, ради Аллаху ан, когда, говорит, дунья на тебя идет, когда Аллах субхану тебе дает дунья, имущество, богатство, вот расходуй на пути Аллаха, она, говорит, не закончится. Если от тебя даже уходит, говорит, дунья, тоже расходуй, говорит. Это дунья, говорит, не остается, расходуй. Алхамдулиллах. Дорогие мусульмане, будьте щедрыми. Самый лучший щедрость в Рамазан месяц, то, что вы можете делать, помогать вашим братьям, угнетенным братьям, делать за них дуа, давать садака. Если у тебя нет имущества садака давать, даже улыбка на лицо мусульманина, в лицо мусульманина улыбаться, радоваться, это является садака. Алхамдулиллах, садака. Субханаллах, садака. Аллаху акбар, садака. Поминание Аллаха является садака. Из этого, у кого есть имущество, не жалейте, расходуйте на пути Аллаха. Вот ваши братья, Газа, Палестине, нуждаются в вашей помощи. Расходуйте им. Если скажете, как, есть у нас на канале, телеграм-канале, кошелек криптовалют. Можете туда посылать, эти деньги доходят до них, иншаллаху та'аля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Не забывайте ваших братьев и нас, ваших дуа.